Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма бад, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы дошли до третьего хадиса, и этот хадис приводится от Ибн Умара, имя его Абдулла ибн Умар, сын Ибн Умара. Так и большинство хадисов так и приводят Ибн Умар. Хотя у Умара ибн Хаттаба было несколько сыновей. Однако, как Ибн Умар, сын Умара, был известен только один. Это Абдулла. Абдулла, он принял ислам со своим отцом, когда был маленьким, в Мекке. И первая его битва – это битва Урва, которая была. И он являлся одним из людей, один из знающих людей и один из людей, из сподвижников, которые проявляли аскетизм по отношению к этому миру. Как Джабир бин Абдиллах приводит: «Ма мин ахадин илля малят бихи дунья, ва мали биха, ма халя Умар, ва ибнуху Абдуллах». Нету ни одного, кого бы не склонило бы этот мир, не склонил бы дунья, и он бы не склонился бы к ней, кроме Умара и его сына. Также от Нафиа приводится: «Ма мата ибн Умар, хатта а'така альфа инсанин аузад». Ибн Умар, прежде чем умереть, то есть до своей смерти, за свою жизнь, освободил 1000 человек, то есть 1000 рабов, или даже больше. Родился он до пророчества, за год до пророчества, и умер в 73 году. И был похоронен рядом с Меккой. Хоть и он попросил, чтобы его похоронили за пределами территории харама, однако, так как это не получилось у сподвижников, его похоронили в пределах харама Мекки. И причиной его смерти некоторые называют, что Абдуль-Малик ибн Марван, правитель мусульман, халиф, 5-й правитель амавитского халифата, сказал Хаджаджу ибн Юсуфу, когда ты будешь в Мекке или в Медине, не противоречь Ибн Умару в его решениях. И это стало тяжело для Хаджаджа ибн Юсуфа, и он приказал одному человеку убить его. И тот человек взял копье, отравленное копье, и когда они с Арафата направились в Муздалифу, была большая толпа людей, давка, и вот этот человек провелся копьем по его пятку и отравил. И через несколько дней Ибн Умар умер. И вот Ибн Умар приводит хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Буни аль-исламу аля хамсин». Построен ислам, то есть шариат основывается на 5 вещах. Также в других хадисах, в других объяснениях ученых объясняется то, что тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил ислам с палаткой. Шариат с палаткой. Для того, чтобы палатка стояла, есть у него в середине основной столб, который держит всю палатку, и есть другие столбики, которые поддерживают этот столб, скрепляются этими веревками. Вот этот основной столб, который держит эту палатку, это свидетельство «Ля иляха илlallah Мухаммадар Расулуллах». Так как остальное уже вера в ангелов, вера в книги и другие убеждения, и также дела, все возвращается к вере в Аллаха и вере в то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, доносит религию от Аллаха, то, что в пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть основа – это палатка. Если вот эта основа, в середине палатка, столб стоит, то палатка держится, даже если какие-то столбики упали. И
вот это свидетельство, что нет Бога истинного, кроме Аллаха, ля иляха илля, и то, что Мухаммад, его раб и посланник, является основой религии, А там уже намаз, закят. Тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул 5 после свидетельства: намаз, закят, хадж и пост в Рамадане, так как они являются самыми важными проявлениями религии. И как бы здесь указание на остальные, есть указание на остальные дела. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: основывается ислам, шариат на 5 столбах, на 5 вещах. Это свидетельство, что нету Бога истинного, кроме Аллаха. Свидетельство будет свидетельством, когда это исходит именно от сердца человека, когда человек своим языком подтверждает в то, что он верит, в то, что он убежден, и это обязательно исходит от сердца его. Тогда это называется свидетельство. И он готов призывать к этому, и он готов действовать по этому, согласно этому. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал просто сказать ля иляха илля, а именно сказал засвидетельствовать свидетельство того, что нет Бога истинного, кроме Аллаха. Подтверждение своему убеждению. И потом сказал: Мухаммад является его рабом, совершенным рабом. И рабство Аллаху – это является одним из восхваляемых качеств человека, так как человек был создан, человек и джинны были созданы для одного только Аллаха субхану ва тааля, для одной только цели, как Аллах субхану ва тааля в суре Зарият сказал: это для того, чтобы они мне поклонялись, или как некоторые сподвижники объяснили это слово поклонялись, чтобы они делали меня единым. Таухид, то есть совершали таухид по отношению ко мне. И вот это, когда Аллах субхану ва тааля кого-то описывает и говорят, что он мой раб, это высшее восхваление Аллаху этому человеку. И поэтому Аллах субхану ва тааля, восхваляя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в нескольких местах в Коране упомянул пророка, саллаллаху алейхи вассалям, именно с этим качеством. Лям макама Абдуллахи, когда встал Абдуллах, имеется раб Аллаха, восхваляемое качество для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, совершенный в своем поклонении. Или когда Аллах субхану ва тааля в суре Исра в начале говорит, то, что лишен недостатков, нету недостатков у того, кто переселил своего раба, именно раба, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, назвал рабом. И поэтому тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на это указал, то, что он является рабом. И также это указание на то, чтобы люди не возводили, не поднимали его до уровня Бога. Как было сделано это в других религиях по отношению к пророкам. И его посланникам, тот, который доводит его шариат. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ва икамус саля, и выстаивание, поднимание молитвы, имеется в виду обязательной молитвы. И здесь также указание на то, чтобы это, как в другом хадисе, мы на том уроке проходили, то, что это есть указание на постоянность. И таю закя, и выплачивание закята обязательного, то есть то, что человек обязан вывести из своего имущества, это если его имущество достигло нисаба, определенного количества, и пролежало год, шариатский год, лунный год. Не как некоторые думают, что солнечный год, а именно в шариате, когда говорится месяц, когда говорится год, это имеется в виду лунный год. А не солнечный год. Лунный год, как мы знаем, на 10-11 дней короче солнечного. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: хадж и совершение хаджа. И потом, после хаджа, поставил Рамадан. И пост в Рамадане.
Тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, есть несколько указаний. Первое – это то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сначала упомянул поклонение, которое связано с речью человека. Это свидетельство. Свидетельство произносится языком. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на то, что совершается телом. Это намаз. То, что совершается телом, и это намаз. Это то, что касается тела человека. Как язык, так и намаз. Это все относится к поклонению, которое человек совершает телом. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на поклонение, которое совершается деньгами. Не телом, а деньгами – это закят. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на поклонение, которое совмещает в себе телесное и имущественное поклонение. Это хадж. И потом уже идет поклонение, опять возвращается к поклонению телесному, это пост в Рамадане. Пост в Рамадане. Почему именно ограничилось, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ограничил тут именно 5 только? И ученые сказали, так как поклонение бывает это или действие, совершение какое-то действие, или наоборот, оставление какого-то действия. Поклонение делится или на совершение какого-то действия, или наоборот, оставление какого-то действия. Если первое, намаз, свидетельство, произнесение свидетельства, чтение намаза, давать закят и совершение хаджа, это то, что касается поклонения, которое совершается действием, то пост – это поклонение, которое совершается оставлением какого-то действия. То есть разделил вот так. Как примером для каждого вида поклонения. Примером для каждого поклонения. Также первое свидетельство – это поклонение, которое совершается языком. Второе действие – намаз, молитва, саля – это действие, которое совершается, поклонение, которое совершается телом. Потом закят – это поклонение, которое совершается имущественно. И потом поклонение, которое в себе включает и имущество, и телесное поклонение, и это хадж. И намаз поставил после свидетельства, так как оно является одной из важных и основных именно столпов религии ислам, шариата. Как в некоторых хадисах, в риваятах некоторых хадисов приводят «ва амудуха», и его столб является, столпом религии является намаз, молитва. И Аллах Субхану ва-Тааля сказал: «Инна салята танха аниль фахшай валь мункар». И поистине молитва, правильная совершенная молитва, танха аниль фахша валь мункар, не дает человеку совершить большие грехи и помимо других больших грехов. Мункар, фахша, это если грехи, которые выходят считаются очень большими грехами, то мункар – это все остальные грехи. Сура Аль-Кабут, 45-й аят. И поэтому намаз был назван уммуль айбадат, матерью поклонений. Матерью поклонения. Как спиртное, хамр, был назван матерью греховного, основой греховного. В арабском языке мать дается тому, если что-то объединяет в себе другие части. Если что-то в себе объединяет другие части, это называется ум. Например, если у мозга есть пленочка, которая держит мозг, вот эта пленка называется ум. Потому что она в себе содержит это. Мозг, заключает в себе мозг. Например, если человек в войске, кто-то держит флаг, вот этот флаг называется также матерью войска, так как все войско собирается под этим флагом, знаменем. И тоже вот тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что ученые, не пророк, саллаллаху, а ученые назвали намаз, молитву уммуль айбадат, матерью поклонений, основой поклонений. А спиртное назвали матерью греховного.
матерью греховного. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел именно после молитвы закят, так как в Коране во многих местах именно они вместе идут. Выплачивать, совершать молитву и выплачивать закят. Совершать молитву, они те, которые совершают молитву и выплачивают закят, дают садака. Для указания то, что поклонение бывает телесным и бывает имущественным. И потом хадж, так как мы опять говорим, это объединяет в себе два вида поклонения. И также оно является очень важным. В хадисе, этот хадис, хоть ученые разногласят насчет этого хадиса, является ли он слабым или достоверным. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто мог совершить хадж, была возможность у него совершить хадж, и он не совершил хадж, то пускай умирает или иудеем, или пускай умирает христианином, как хочет. Также Аллах Субхану ва Тааля назвал того, кто для того, чтобы устрашить человека, чтобы человек не оставил это дело, если имеет возможность для совершения этого дела, Аллах Субхану ва Тааля сказал про тех, кто оставляет хадж: «Ваман кафара», а кто совершил неверие, «Фа инна Аллах ганиюн анил алямин», то Аллах не нуждается в своих творениях, то Аллах не нуждается в своих творениях. То есть он своим куфром, своим неверием никак не помог Аллаху Субхану ва Тааля и никак не навредил Аллаху Тааля. Это Аллах Субхану ва Тааля сказал про тех, кто не совершит хадж. Но это не значит, что тот, кто не совершил хадж, он становится неверующим. Как мы сказали, вера у ханафитов, она состоит из двух вещей. Это убеждение сердцем и произносить языком. У имама Ахмада, имама Малика, имама Шафии также в веру входит совершение дел. Однако есть также и две другие фирки, есть три еще течения в исламе, которые схожи с ханафитским мнением, и два других схожи с мнением имама Ахмада, но есть различия. Это в чем? То, что схоже, только схоже говорю, они являются одинаковыми, это мурджия. Это люди, которые оставили дела и сказали: верующий не нуждается в деле. Не нуждается в деле. Если ты грешишь, это никак не повредит твоей вере. И если ты поклоняешься, как если бы неверующий поклонялся бы, его поклонение никак бы ему не помогло, так и верующему никак не может навредить грехи. Однако ханафиты такого не сказали. Даже запретили такие вещи говорить. Как запретили, например, говорить, что моя вера как вера Джибрииля, например. Хоть и они сказали, что вера — это только произнесение языком и убеждение сердцем, однако они считали совершение дел — это из плодов веры. То есть также относится к вере. И то, что ислам — это и есть вера. А вера — это и есть ислам. Как плоды, как плод веры. Но не как его составная часть. Имам Ахмад, имам Шафии, имам Малик считали, что дела являются частью веры. Однако с их высказыванием было схоже высказывание хавариджей, которые сказали, что тот, кто не совершает дело, он кафир, если человек совершил большой грех, или оставил молитву, или вообще любое обязательное действие оставил, то он сразу неверующим становится. И похоже на высказывание му'тазилитов. Они тоже ввели схожесть только в том, что и хавариджи, и му'тазилиты сказали, что дела являются частью веры. Му'тазилиты сказали, тот, кто оставляет действие, является фасиком, и он навечно останется в аду, не выйдет из ада. Однако имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад не говорили такого. Они считали
хоть и считали, что дела являются частью веры, однако они считали его как ваджибаты в намазе. То есть, например, в намазе есть рукны, фарзы, есть дела, которые называют ваджибом, то есть, если которые ты пропустишь, должен сажда саху делать. То есть, оставление этих дел не портит молитву, не портит молитву, а молитва остается правильной. Однако, что является важной вещью в молитве. Или как в примере человека, то есть, если сердце, почки, печень, это является свидетельство и произнесение языком, то дела это как глаза, уши. То есть человек без глаз может жить, без ушей может жить. То есть также они назвали человека оставляющим действие, не сказали, что он кафир, а сказали фасик, большой грешник, и не выходит из иман. То есть остается верующим, пока подтверждает их обязательность. Пока подтверждает их обязательность. Если он оставляет по лени или по своей беспечности, то он остается верующим. Однако, если оставляет, отрицая это, то в этом случае он становится неверующим. Намеренно. То есть, и поэтому многие мухаккики, исследователи в этом вопросе сказали, что между ханафитами и другими учеными нету в основе разногласия. Это разногласие чисто в теории только, как теория. А на практике они оба одинаковые. И те, и эти считают действием важной частью религии. Важной частью религии. И поэтому, если в шариате приходит, что оставление какого-то действия является куфром, они сказали это как устрашение для того, что человек заслуживает называться таким именем, а не для того, что человек по правде становится неверующим. Этот хадис приводит в Бухари и в Муслиме. Следующий хадис приходит от Абу Хурайры, 4-й хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. И Абу Хурайра известен своей куньей. Кунья — это то, что называется как с добавлением «аб», впереди, если идет «аб», отец чего-то, кого-то, или мать, если для женщины мать кого-то, чего-то. И это было распространенным обычаем среди арабов, и обращение человеку с куньей являлось оказанием почета. То есть, если хочешь оказать человеку почет, то не обращайся к нему по имени, а обращайся именно к нему по кунье. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время запретил кому-либо брать свою кунью. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была кунья Абуль Касим. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил кому-либо брать себе такую кунью. Однако ученые сказали, это ограничивается его временем. Его временем, так как после его времени пропадает мудрость этого. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже не живой и не ходит среди людей, так как причиной этого еще сказали, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходился по рынку, и один из людей крикнул Абуль Касим, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обернулся, и он говорит, не тебе. И как бы какое-то, что по отношению к пророку, какое-то оставление этикета. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил кому-либо, потому что это кунья именно то, посредством чего возвеличивали человека, оказывали ему почет. Так как имя, по имени тебе любой может обратиться. По имени любой тебе обратиться может. И поэтому даже отцу, матери нельзя по имени обращаться. Потому что ты должен оказывать им почет. В твою обязанность входит, а обращаться по имени это не указывает на почет. А почет именно указывает, это обращаться мама, папа, ати, они, аб, и так далее. И Абу Хурайра был известен своей куньей. Так был известен, что даже было забыто его имя. И ученые разногласят, есть больше 35 мнений, какое его является имя. То есть больше 35 версий его имени. Но больше всего распространено, больше всего известно, то, на чем находится большинство ученых, это то, что его звали Абдурахман или Абдулла. Абдурахман или Абдулла ибн Сахар.
сын Сахра. Сахр. До ислама также приводится его имя, то, что это Абдурахман или Абдулла, он изменил после того, как стал мусульманином, а до ислама его звали или Абдушамс, раб солнца, или Абду Амр, раб Амра. Однако после ислама он свое имя изменил, и он был из племени Даус, И он тот, кто больше всего хадисов привел от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Принял ислам в год Хайбара. Год Хайбар, когда была битва при Хайбаре. И если ансары занимались земледельчеством в свободное время, свободное от занятий времени, от изучения религии времени, а мухаджиры, те, которые переселились в Медину, занимались торговлей, в основном ансары, так как они на своей земле жили, у них были сады, они занимались своими садами. А мухаджиры в основном, они переселились, и не было у них земель, и поэтому большинство из них занимались торговлей. То Абу Хурайра, переселившись, полностью себя посвятил следованию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, куда бы ни направился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он всегда был с ним. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за него дуа, чтобы тот больше не забывал, то, что он видел, слышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Причины названия его Абу Хурайра, несколько причин приводят то, что Абу Хурайра пас овец своей семьи, и вечером, то есть когда днем он брал с собой кошку и ложил его в свой рукав, а вечером ложил домик на дереве и оставлял там. И вот часто из-за того, что он играл, таскал с собой кошку, его начали называть Абу Хурайра. Также приводится, что Абу Хурайра его назвал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как увидел, что в его рукаве кошка, что он часто с ней ходит и играет. Всего Абу Хурайра приводит 5364 хадиса. 5364 хадиса. Умер он в Медине в 59 году, и было ему в то время 78 лет. 78 лет был похоронен на кладбище Бакия. И вот Абу Хурайра приводит то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-иман» – вера. «Бид'ун ва саб'уна шу'батан» – то, что у веры есть в этом хадисе 70 с лишним ветвей. Тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнивает веру с деревом. Как Аллах субханаху тааля сравнил веру, слова свидетельства с деревом. Масалю калиматин таyyибатин. Пример хорошего слова. Хорошее слово — это имеется в виду слово ля иляха илlallah. Как хорошее дерево. Аслюха табитун. Его корни крепкие, в земле утверждены. Ва фар'уха фиссама. А ветви устремились вверх. Ти укуляха куллюхин. И она дает свои плоды каждый раз. И Аллах так приводит примеры людям. И пример плохого слова, то есть пример куфра, это как плохое дерево, его корни на поверхности земли, то есть любой ветер, любой дождь может сломать, уронить дерево. И тут также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит пример вот это действие, называет ветвями этого дерева. То есть дерево может существовать без листьев, без веток, без плодов. Это как также иман может существовать, что без действий. Так и тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывает, то, что у имана есть ветви. И ветви — это вот эти дела. И их тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит 70 с лишним. В некоторых хадисах именно приходит 77, в некоторых приходит в хадисах 67, в некоторых приходит 60 с лишним, то есть разные риваяты есть. И некоторые сказали, что это
пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сначала сказал 60, то есть потом 70, не для того, чтобы ограничить, что они ограничиваются в этом количестве только, а просто как пример. И лучшим из этих ветвей, не со всех сторон, а одной с нескольких сторон или одной из сторон, это является произнесение «Ля иляха илля-Аллах», зикр «Ля иляха илля-Аллах». Почему мы не говорим не со всех сторон? Для того, чтобы не стало, что молитва ниже уровнем, чем произнесение вот этого зикра. Мы знаем, что молитва, она выше по положению. Однако зикр, так как вот это «Ля иляха илля-Аллах», произнесение «Ля иляха илля-Аллах» указывает на таухид, единобожие, с чем именно и был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И самое адне, тут и пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на самое лучшее проявление, на самую лучшую ветвь, это произнесение «Ля иляха илля-Аллах», и потом сказал «адне». Вот тут-то есть два способа объяснения этого слова. Слово «адне», потому что у него есть два смысла. Первое – наиближайшее, а второй смысл – наинизшее. Самое низкое, то есть самое высокое, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как будто бы упомянул, и потом упомянул самое низкое по уровню. Или то, что, если перевести как «самое близкое», имеется в виду, он сказал, вот это «адне» – это устранение вреда с пути. Как, например, если ветка лежит, или камень лежит, или стекло, например. То, что мешает людям пройти, животным. Сейчас, если сказать, это машинам, например. То, что вредит людям. Устранение того, что вредит людям. И он сказал, это «адне». Или, если перевести как наиближайшее, имеется в виду самое легкое для выполнения. Потому что человек может везде встретить это. И самое легко это сделать, взять какую-то веточку, какой-то камень, передвинуть, убрать, если яма, закопать и так далее. А если самое низшее, то это имеется в виду то, что это как указанием на то, что верующий должен стараться не причинять вред. И как он должен стараться не причинять вред, так же он должен стараться устранять вред. А самое низшее проявление устранения вреда – это как, например, просто какую-то веточку брать, стекло, камень. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валь хаяу» – стеснение, скромность. Это шу'батун, ветвь из имана. Тут так пришло, однако ученые сказали, имеется в виду великая ветвь имана, одно из великих ветвь веры. Имеется в виду под стеснением, это не то состояние, когда человек сломлен из-за того, что боится, что если он что-то сделает, его отругают или как-то назовут, или что-то скажут про него. А это имеется в виду, когда этот ахляк, нравственность человека, который не дает ему совершить греховные. Это то качество у человека, которое не дает ему совершить греховное, потому что он чувствует, что Аллах смотрит на него. Вот это имеется в виду. Скромность, вот это, хая, стеснение. По причине веры, как, например, человек стесняется показать свой гаурат, или стесняется, например, заняться половым актом, когда люди на него смотрят, так как Аллах Субхану ва Тааля считает это греховным, мерзостью, и человек по причине этого оставляет такие действия. И вот это называется стеснение. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, то, что стеснение, вот эта скромность, объединяет в себе все благо. Заключено в нем все благо. И кто-то может сказать, однако человек может постесняться сказать слово истины,
или призвать к одобряемому, или запретить порицаемое. Однако это, хоть и люди называют это стеснением, однако в шариате это не называется стеснением, это называется трусостью. Это называется трусостью, а не называется стеснением. И один из ученых, Ибн Хиббан, говорит: после прочтения этого хадиса я начал изучать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в которых он назвал бы какое-то действие иманом, то есть начал считать виды поклонения, начал собирать виды поклонения и увидел то, что они больше 70 с лишним, больше 70, больше 80 в количестве. Потом посмотрел на сунну, потом опять вернулся к хадисам и посмотрел то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, какое-либо действие, если назвал бы иманом. То есть вот это действие от имана. Если человек это не совершает, у него неполноценный иман. И нашел то, что они меньше 70. И потом я собрал то, что в Коране Аллах субхану ва тааля называет иманом, и то, что в хадисах называет иманом, и нашел их, что их количество 77. 77. И подумал, что именно 70 с лишним, это имеется в виду 77, как приходит в некоторых риваятах. Суюти, объясняя этот хадис, сказал: некоторые люди начали проявлять усердие, как Байдауи, Кермани и другие, начали считать количество вот этих дел, вот этих ветвей религии, имана. И самый близкий к этому по счету был Ибн Хиббан, когда он упомянул каждое действие, которое упомянуто в Коране и Сунне, и называется иманом. И Ибн Хаджар аль-Аскаляни, когда делал этот шарх в Сахих Бухари, сказал: и это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников, вера в предопределение, выстаивание молитвы, иттибау суннатихи, делать салават за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следовать его сунне, любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличивать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, проявление искренности, оставление рия, лицемерия, совершать покаяние, страшиться, бояться Аллаха, надеяться на Аллаха, благодарить Аллаха, выполнять обещанное, проявлять терпение, быть довольным предопределением, проявлять скромность, уповать на Аллаха, проявлять милость, быть таваду, то есть быть смиренным, уважать старшего, проявлять милосердие к младшему, оставлять высокомерие, оставлять злость, оставлять гнев, произносить слова таухида, читать Коран, обучать знанию, давать людям знания, делать дуа, делать зикр, просить у Аллаха субхану ва тааля прощения, оставлять забавы, очищаться как внешне, так и очищение внешнее и смысловое, оставление наджисов, закрывать гаурат, выплачивать закят, освобождать рабов, проявлять щедрость, кормить людей, оказывать почет гостям, поститься, совершать иатикаф, искать ночь предопределения поклонением, совершать хадж, совершать умру. И вот тут он перечисляет вот эти действия, очень много. Следующий хадис, 5-й хадис, это хадис приводится от Абдулла ибн Амра. Абдулла ибн Амра. Аслама Амр бин Ас и его сын Абдулла также были сподвижниками. Однако Абдулла ибн Амр аслама кабля абихи, принял ислам прежде своего отца. Умер в Мекке. Также приводится, что в Таифе, также приводится то, что в Египте. В 65 году, в некоторых риваятах приходится, в 73 году. И самое интересное то, что
Абдулла ибн Амр, между Абдулла ибн Амром и его отцом Амр ибн Ас разница в возрасте была 11 лет. Разница в возрасте была 11 лет. То есть женился 10 лет, если так сказать, а Абдулла родился, когда отцу было 11 лет. Это нормально было тогда. Ну, может, по отношению к нему было нормально. Был очень знающим человеком, очень усердным в поклонении, ослеп в конце жизни и очень много хадисов приводил от Абу Хурайры. Приводит около 700 хадисов. Был из тех, кто умел читать и писать, и попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разрешения для того, чтобы записывать его изречения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему. Был из именно тех, которые записывают. И тут Абдулла ибн Амр приводит то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-муслим», мусульманин. Имеется в виду совершенный мусульманин. Совершенный мусульманин. Истинный мусульманин. Это тот, «Мэн салима муслимуна», если мусульмане находятся в безопасности от его языка и руки. Мусульманин будет считаться тогда, истинный мусульманин, это тот, если мусульмане, другие мусульмане, находятся в безопасности от его языка и от его руки. От его языка, то есть он не обзывает человека, не называет грубо, не проклинает, не говорит гайбят, не обманывает, не передает слова, не бежит докладывать. Руками, имеется в виду, не ударяет, не убивает, не что-то не разрушает, не пишет ложное. Именно тут указание на языком и руками, потому что больше всего вреда именно исходит от языка и руки. То, что больше всего вреда исходит у человека от языка и руки. Почему именно язык впереди поставлен? Потому что вред от языка больше, чем вред от руки. Как в стихе было сказано, джарахат, ранения, полученные зубами, имеется в виду острыми вещами, мечами там, ляха ильтиам, они заживают, закрываются, заживают. Валя яльтам, однако не заживает то, что было нанесено языком. В стихе. Джарахату синан ляха ильтиамун, валя яльтаму ма джарахал лисан. Стих такой есть. Ранения, нанесенные зубами, то есть оружием, руками, они закрываются, срастаются, однако то, что нанесено, ранение, нанесенное языком, оно не срастается. Также, так как нанесение вреда языком охватывает как и живых, так и мертвых, поэтому впереди. Потому что человек может нанести вред как живому человеку, так и говоря плохое о уже умершем человеке. Так как смута больше всего происходит языком, в какое-либо время не возьми, хоть при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, что хоть сейчас даже это больше проявляется. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: аль-мухаджир, переселенец, тот, кто переселяется. Однако в языке хиджра это имеется в виду оставление чего-либо. Тут имеется в виду оставление того, что Аллах субхану тааля запретил. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: истинный мухаджир это тот, для того, чтобы охватить все виды хиджры. Не только переселение от какого-то государства в какое-то государство, а чтобы охватить все виды переселения. Потому что переселение может быть как из государства в другое государство, как оставление, например, дела какого-то.
И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: мухаджир, истинный мухаджир, совершенный мухаджир – это тот, который оставляет то, что запретил Аллах. Оставляет то, что запретил Аллах, чтобы охватить все виды хиджры. В риваяте в Муслиме, этот хадис был в Бухари, однако в риваяте, который приводит имам Муслим в своем сборнике достоверных хадисов, поэтому важно знать, если говорится, что Бухари привел или Муслим, это не обязательно то, что они привели в своих именно сборниках достоверных хадисов. Поэтому нужно уточнять, где привел. У Бухари много сборников хадисов, помимо сборника достоверных хадисов. Если приходит, иногда так это люди обманываются, и когда говорят, что имам Бухари приводит этот хадис и думают, что он привел это в своем сборнике достоверных хадисов. Однако у него есть и другие сборники, а в других сборниках он не поставил себе условием собрать только достоверные хадисы. Такого условия он себе не ставил. Поэтому в других сборниках могут быть и слабые хадисы. Поэтому надо уточнять, где именно Бухари приводит этот хадис. Потому что иногда вот авторы говорят, привел Бухари, а имеется в виду в каком-то из сборнике, в другом сборнике, помимо сборников достоверных хадисов. Муслим этот хадис приводится именно в сборнике достоверных хадисов. В риваяте же Муслима приводится то, что «Инна раджулян са'алян набия саллаллаху алейхи вассалям аяль муслимина хайр». То, что человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какой из мусульман является наилучшим. Какой из мусульман является наилучшим, более совершенным. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман салим аль муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Это тот, если мусульмане находятся в безопасности от его языка и рук. От его языка и рук.